В ходе рабочего визита делегация из Москвы во главе с первым заместителем генерального директора компании «Росагролизинг» Александром Сучковым посетила ряд агропромышленных предприятий для ознакомления с сельскохозяйственным потенциалом региона, изучения положительного опыта. Один из объектов на пути делегатов – крестьянско-фермерское рыбное хозяйство «Нестеровское». Идет посевная полурост. Что сеете? Сейчас кукурузу. Да, семечки посеяли, подсолнух. Кукурузу, значит, там далее язимы есть. Он занимается рыбоводством, разводит рыбу. Плюс у него там пределы 2000 гектаров земли. Он тоже заявку подавал на комбайне, на тему. Вот. Сейчас он устанавливает на 600 гектаров мелиорацию. Уже там 20 культур. Сколько он установил? 6 или 4 установил? 4 уже он установил, сейчас осталось там еще 2 что-то поставить. И у него будет 16 гектаров мелиорации. Это для республики 600 гектаров. Если каждое хозяйство вот так сегодня занималось мелиорацией, разговор о том, что засуха и гибель урожая не будет никогда. КФХ «Нестеровская» – это 57 гектаров посевной площади и 6 прудов, а это 30 гектаров для разведения рыбы, в частности карпа и осетра, самого выгодного на сегодняшний день в реализации. У нас программа «Выезд агрокомплекс Сунжа», тепличный комплекс, и КФХ «Нестеровская», для того, чтобы мы могли посмотреть, как развивается предприятие. Сейчас мы находимся в КФХ «Нестеровская». Это хозяйство, которое разводит сегодня осетровую рыбу. Плюс у них свои поля, они занимаются растениеводством. Вот. И прошлись по территории, посмотрели рыбное хозяйство. Гости остались довольны. Для качественного и активного роста сельского хозяйства в регионе необходимо обновление сельхозавтопарка. Учитывая, что в Ингушетии 73 тысячи гектаров пахотной земли, задействованы при этом всего около 600 единиц техники, большая часть которых в изношенном состоянии. Поэтому значимым событием для Минсельхоза Ингушетии можно считать приезд в составе делегации заместителя директора компании «Петербургский тракторный завод» и представителя завода «Россельмаш». Ингушетия, кстати, в прошлом году погасила долги в 130 миллионов рублей за приобретенную технику. Мы, в принципе, в прошлом году закрыли вопрос по долгам, так, да, скажем. И в этом году цель, как я ранее сказал, возобновить полномасштабную работу. Ведем переговоры о создании машинно-технологической компании в Ингушетии. Суть компании – оказывать сельскохозяйственные услуги сельхозтоваропроизводителям. Мы понимаем, что сельхозтоваропроизводители – это разные предприятия. Где-то есть маленькие, которые не могут себе сегодня, к сожалению, позволить технику. Где-то есть крупные. И вот цель МТК – это как раз оказать услуги всему спектру сельскохозяйственных предприятий Ингушетии. В завершении осмотра сельхозпредприятий делегация уже во главе с руководителем Россельхозцентра России Александром Малько направилась в ее ингушский филиал в городе Сунжа. Осмотрев оборудование, он познакомился с сотрудниками центра. Это вот что, чем мы занимаемся. Здесь вот наше оборудование стоит необходимое, все, вот, навески выделяем с разных культур и перебираем на чистоту, на схожесть, на все это. Мы сейчас сделали поверху всех этих разделительных приборов. Прошли, все нормально. Активный формат встречи сменился на более спокойный. Здесь проходит совещание с участием руководителя и других филиалов Россельхозцентра по Северо-Кавказскому федеральному округу. В режиме видеоконференции присутствовал директор департамента Минсельхоза России Роман Некрасов. Ту серию совещаний, которую проводит Александр Михайлович со своей командой, на которой обсуждаются те актуальные вопросы, которые волнуют людей на земле, они, конечно, очень важны для нас с точки зрения обратной связи, с точки зрения оценки тех действий, тех мероприятий, которые сегодня реализует министерство, реализует департамент в своей работе. И, конечно, всегда ориентированы на то, чтобы поддержать службу Россельхозцентра, ориентированы на то, чтобы дать возможность увеличить внебюджетные доходы филиалов, которые работают на местах.
Укрепление материально-технической базы этих учреждений, поиск путей активного развития отрасли и направления сельского хозяйства именно в Ингушетии. Кроме того, в самое ближайшее время будут проработаны и задачи для достижения намеченных целей на этот и на 2022 год. Россельхозцентр подготовит доклад и представит его Минсельхозу России уже к следующей неделе. Также сегодня в здании Министерства сельского хозяйства прошло селекторное совещание под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства страны Джамбулата Хатуова. Основная тема совещания – потребность республики в закупке сельскохозяйственной техники. В настоящее время в регионе имеется 1453 единицы тяжелой сельхозтехники, в том числе 634 единиц прицепного инвентаря. По подсчетам экспертов, нормативная потребность республики – 2127 единиц и 872 прицепного инвентаря. Обеспеченность на данный момент составляет 68%. Республика неоднократно подавала заявки и списки сельхозпроизводителей, нуждающихся в приобретении техники. В последнее время было подано 13 заявок, более чем на 300 миллионов рублей. Также КФХ напрямую подавали заявки, но, к сожалению, они не были удовлетворены. В своем докладе первый вице-премьер правительства Ингушетии Михаил Лезов доложил нынешнюю ситуацию с сельхозтехникой региона. Первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» Александр Сучков разъяснил свою позицию в этом вопросе. Компанию Интертрейд Лизинг, который будет нашим лизингополучателям и, соответственно, распределять и дальше передавать в аренду технику сельхозтоваропроизводителям в Республике Ингушетия. Те заявки, которые будут подаваться непосредственно напрямую от КФХ, от фермеров и сельхозтоваропроизводителей, мы будем рассматривать совместно по линии АККОРа. Вы знаете, у нас более лояльные там условия. Поэтому мы уже получили порядка потребность от 10 предприятий. Сейчас ждем полностью документы, отчетность и будем готовы на следующей неделе сказать о предварительных результатах. На заседании присутствовал в режиме видеоконференции первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. Участники заседания смогли напрямую задать интересующие их вопросы. Один из самых распространенных – останутся ли условия закупочных цен 2020 года в нынешнем с учетом действующего соглашения. Будь эта техника по той цене, по той же договоренности, по тем условиям, которые было у Росагролизинга, по той же цене, которая была в прошлом году. Сейчас она намного больше подорожала. Удорожание зависит от, на самом деле, аванса, да, мы же считаем от аванса. Но к нашему стандартному удорожанию Росагролизинг оператор на месте будет добавлять не более 1,5%. Договоренность есть, и она вот достигнута на прошлом неделе. По итогу совещания было принято решение о корректировке нынешней заявки на получение денежных средств от государства с 300 миллионов рублей до 150 с учетом всех финансовых возможностей региона. Было поручено в кратчайшие сроки подготовить всю документацию и направить ее в соответствующие ведомства. Адам Мережков, Идрис Ажиев, Магомед Шаухалов. Новости 24.